بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Уважаемые братья, сестры, мусульмане. Альхамдулилля, вот у нас сегодня очередной прямой эфир, вопросы-ответы, тема, которую мы будем раскрывать. Альхамдулилля, в первую очередь, что Аллах, который создал нас мусульманами, что Аллах дал нам алимов, что Аллах на нашей священной дагестанской земле сделал мир и благополучие. Сегодня, иншаллах, мы будем рассматривать тему многоженства. Несколько щепетильная тема для некоторых. На самом деле мы знаем, что Всевышний Аллах нас создал. И в шариате Всевышнего Аллаха все предусмотрено. В Коране Всевышний Аллах, в Коране тоже говорит, и в хадисах посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, вся жизнь человечества, она, Всевышний Аллах разъясняет, она в Коране и посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в Сунне. И поэтому у многих бывает недопонимание из-за того, что из-за невежества. И мы знаем, что не зря говорится, что невежество – это враг человека. Из-за того, что человек не знает, из-за невежества, из-за незнания у многих людей насчет многих вопросов возникают отрицательные моменты, отрицательные возгласы, отрицательные положения. Поэтому, иншаллах, мы сегодня чуть более подробно раскроем эту тему. Всевышний Аллах о чем говорит в Коране, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, сунне, алимы в книгах насчет этой темы. И для этого мы сюда пригласили нашего гостя, имама центральной джума мечети города Махачкала, Саадуя Мухаммад Расула Хаджи. Сейчас, иншаллах, ему предоставим слово, но прежде вот у нас прямой эфир на номер, который вы видите на экране. Вы можете задать вопрос, позвонив на этот номер, или можете задать вопрос по WhatsApp. Огромная просьба, чтобы задали вопрос только по теме. Потому что если вопрос не будет не по теме, мы не будем рассматривать этот вопрос. И в течение этого эфира вы имеете право задать вопрос. Мы, иншаллах, по ходу этой темы раскроем все эти вас интересующие моменты. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья, в первую очередь, обращаясь ко всем, хотелось бы напомнить о том, что семья, то есть муж, жена, отношения этих людей – это та площадка, тот мир, в котором мы преодолеваем очень много испытаний, очень много проверки нашего поведения, нашего отношения друг к другу. Не зря посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: лучшим среди вас является тот, кто является наилучшим для своей супруги, и я являюсь наилучшим для своей супруги среди вас. Для чего посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал именно об этом? Потому что именно так. Потому что наша религия – это благонравие. И то, что ярким образом выделяется в поведении мусульманина, это его нрав, это его манеры. Но не его поклонение, но не его молитвы там, и другие ибадаты, поклонения Всевышнему Аллаху, которые касаются лично его и Всевышнего Аллаха. Когда мы видим, за что человек заслуживает к себе, располагает нас к себе, что является основной причиной нашей любви к тому или иному человеку. Если задать этот вопрос, мы, конечно, находим ответ только нравственность. Только потому, что человек поклоняется, проводит много времени в мечетях, или же за то, что он поклоняется Всевышнему Аллаху. Любви общества этот человек не может достигнуть, пока вместе с этим поклонением у него не будет достойное поведение, то есть достойные манеры, добрый нрав. И это и есть ислам. Когда у многих спрашивали великих ученых, великих гениев ислама,
когда у них просили в двух словах вкратце дать характеристику ислама, то есть в двух словах выразить суть ислама, они говорили, это ислам хуснуль хулук, макаримуль ахляк, то есть разными синонимами они говорили об одном и том же, что ислам это благонравие. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, для нас не секрет, этот хадис он очень много раз вы слышали, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал в своем хадисе: «Иннама бу'ithту ли утаммима макарим аль-ахляк», я ниспослан Всевышним Аллахом для восполнения наилучших нравов. Поэтому, как никто другой, муж и жена должны стараться показывать друг другу наилучшие черты своего характера. Внутрисемейные отношения – это тот экзамен, это та проверка, которую проходит человек и за которую общество ему дает оценку. Любое общество в первую очередь смотрит на человека, в том числе какого отношения они придерживаются самого близкого для них окружения. Какого отношения придерживается данный человек в отношении своей супруги, в отношении своего отца, матери. И если в этом плане этот человек окажется непризнательным, если он не верен своим близким, этому человеку общество, естественно, дает отрицательную оценку и берет это в расчет. И поэтому посланник Аллаха, то есть дом, очаг, домашний очаг, это то место, где люди сбрасывают себя, где ведут себя люди естественно. То есть если суть слов посланника Аллаха заключается в том, что благонравным, лучшим является не тот, кого вы в своих отношениях считаете наилучшим вне дома, а тот, кто является благонравным дома, внутри себя, у себя в отношении своей супруги. Почему? Потому что, когда человек находится дома, он чувствует себя расслабленным, он знает, что он у себя дома, он здесь хозяин, и там как раз таки истинное лицо его поведения выражается именно там. Поэтому тот человек, многим людям удается обманывать общество, показывая людям совсем иное лицо, не свое лицо. Он может долгое время казаться людям очень честным, верным, порядочным, внимательным и вежливым человеком. Но смотреть нужно именно, обращать нужно на то, какую оценку ему дает его самое близкое окружение, то есть его супруга. Дома он какой? Если он такой человек, которого мы привыкли воспринимать как очень хорошего человека, но когда он приходит домой, весь домашний очаг этот человек превращает в сущий ад. Там у него и нецензурные выражения, там у него и рукоприкладство, там невыполнение своего долга перед супругой и семьей. Этот человек, вот там как раз таки он он сбросил с себя маску и показал, кто есть на самом деле он. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: лучшим среди вас являются те люди, которые являются наилучшими для своей супруги. Супруга – это тот человек, который из остального общества, который для мужчины самый близкий, и тот человек, который для мужчины делает, можно сказать, оказывает наибольшую услугу, наибольшее почтение, наибольшее внимание. И, естественно, он, если в отношении своей супруги будет человеком неблагодарным, непризнательным, то что он обществу показывает, это фальшь. Вот об этом говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому мы, дорогие братья, к большому сожалению, нужно признать тот факт, что в наших семьях в Дагестане существует очень много проблем.
Существует также, есть нехорошая, очень печальная статистика разводов. К большому сожалению, разводы также стали для нашего общества каким-то нормальным явлением, когда это, в принципе, очень большой ущерб, большой урон лично для супружеской пары, в первую очередь, и для общества это урон. И поэтому мы несем ответственность, каждый несет ответственность за себя лично перед Всевышним Аллахом, за свою семью. И поэтому мы в этом отношении, вот в вопросах семьи, должны строго руководствоваться велением Всевышнего Аллаха, велением аятов Священного Корана. Аллаху Та'аля, то есть наша религия во главу угла ставит справедливость. Аллах в Коране говорит: «Ваида хакамтум байнан наси ан тахкуму бил адль». Если, когда вы, говорит, выносите решение между людьми, Аллах вам повелевает, чтобы вы были справедливыми. Поэтому в первую очередь в отношениях мужа и жены, и в отношениях мужа и нескольких жен, в основе этих отношений, конечно же, ложится в первую очередь справедливость, которую нам предписал Всевышний Аллах в Священном Коране. Аллах Та'аля в Коране говорит: فانكحوا ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة, говорит Аллах. Вступайте в браки, говорит Аллаху Та'аля, с кем, кого вы возжелаете в качестве своих жен, по двое, по трое, говорит Аллаху Та'аля. Если же вы опасаетесь проявления несправедливости со своей стороны, то одна супруга, говорит Аллаху Та'аля. То есть, в первую очередь, человек, который вступает во второй брак или же в третий брак, тот мужчина вот об этом и должен в первую очередь думать. Будет ли он способен со своей стороны обеспечить всех своих жен, обеспечить материально, обеспечить вниманием, обеспечить пребыванием, проведением ночей. И только тогда, когда он будет уверен в том, что у него есть для этого достаточно возможностей, только в этом случае вообще можно подумать мужчине о том, чтобы завести вторую супругу или же третью супругу. Это здесь, конечно, у некоторых, конечно, складывается такое вот представление, что многоженство – это дело только богатого человека. Нет, ведь посланник Аллаха, саллаллаху и сподвижники пророка, саллаллаху, не были богатыми людьми, хотя у них была не только одна жена. Значит, по мере своей возможности, по мере той возможности, которую он располагает, то есть минимальное материальное обеспечение, хотя бы каждый, кто вступает, идет на второй или же третий или же четвертый брак, обязан быть уверен в этом. То есть он какой-то заработок, какой-то источник своего дохода, в первую очередь относительно материального обеспечения, раз, и, конечно, относительно своей возможности находиться, пребывать в свою очередь у каждой супруги, второе. Вот это очень важно. Вот это и есть основное условие этого шага, когда мужчина идет на многоженство. Если здесь эта тема, конечно, в этой теме возникает очень много вопросов у общества, у женщин свои вопросы, у мужчин свои вопросы. И я думаю, передачу легче будет построить именно на этих вопросах, и они бы помогли бы нам в дальнейшем вести эту передачу, иншаллах. Хорошо, Мухаммад Расул Хаджи нам вначале объяснил, как бы сделал ввод в эту тему. Иншаллах, мы прервемся на маленький маулид, и иншаллах будем ждать ваших вопросов. Уже вопросы в эфир уже поступают. Мы сейчас прервемся на несколько минут.
الحمد يا الله والآخره جو خان خالق ثنت أسائن جو مخلوقات ثل معبود درعي تبزة تودسان رسول صل نور بجون نقي بعلى مثلول ابن رأسلها بورا هربلتين بنور الدا محمدا ترترى تسبحها بنه بنورا ترقد في تنارا تبقى يلدا أنت أزار صنه بكوتل دائن دال مرآة الحياة بجون نور الدا تبكورا تنجي جدير هيئات بنور الدا بكيدال برتين في تقاقوتوكاب تاوسا طلباتيدا دودا ساعي مرنشون عرقات الأسر بهون بالله زكوي جوغو دوي سجدا بهارورا هبنورت دوي هابورا بشو يبقو سجداري كون شيبا بقوي لشوغوكا كامل هابون طبيدي تهايا سيغة ثون أمة خير رحمة ثون معراج سردويات فرستون تدقيها بورا تنجي هبتا وساتو صورتي يبنور الدا بنتر بعيد الدسان لوحق قلم بجارة لا إله إلا الله محمد رسول الله لوح الدق وزيت أمون قلم حيرا هبورا هيس الخيرات لي تقتلي خلق الدا زاهر خيزي خيري يزو كاملا رسول وكين تاتيني طلقو مخلوقات طول سيده وكين خيزي هستي توتس بصلاة دوتسا قوبي تنتارا نوجو تساقي بيتيان آية رشتن كثارا صلوا عليه أبون أمر برتن هابورا صوح الصلاة وتبيتون طه قدو هاوني هزدي أنسو بيتيزي دوت ساقوتي هابورا هنجي خيري يا بصلاة سلام دودي أوارك أهل منوكين خيدال بيتي زيني جيتساقي أمرو يلدا نقريتلون ريض الله مطلب هابون تاميز دودي أحي أمة خيري يا حبيب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم دائما بأبدية بصلاة سلام خير الله خلقت خلق خيريا دور حبيب أحمدنا آمين الله يا الله آمين الله يا الله آمين الله يا الله قبلها ببدرهان. Итак, уважаемые телезрители, еще раз напоминаем, у нас тема полигамия и многоженства, и вот у нас поступило несколько вопросов. Вопросы поступают и поступают. Здесь именно вот тема не рассчитана на одну село или на один город, что вы знали. Вот у нас эфир идет на несколько районов, на весь Дагестан фактически. И вот тема рассчитана, чтобы задающий вопрос поняли, что именно мы на одну территорию или на одно место это рассчитано. У нас эфир же идет много районов, поэтому вопросы, иншалла, мы будем ждать и будем задавать. Первый вопрос. Мухаммад Сухаджи. Некоторые говорят, что не наступило время об этом говорить. Так ли это? Нету ничего из того, что касается ислама, из того, что
касается жизни мусульман, того, о чем нельзя говорить. Вот дело в том, что когда мы, хочу в первую очередь подчеркнуть, что эта тема почему-то несправедливо закрытая. Она в средствах массовой информации очень редко освещается. И вот как вы мне сказали, что сегодня является даже первым под этой темой, под этим названием, тема поднимается первый эфир. Кто-то в вопросах мы предварительно смотрели, думает, что об этом очень много говорят. К большому сожалению, говорят очень мало. И поэтому, когда люди в данном аспекте недостаточно имеют знаний, в этом вопросе совершаются очень много ошибок. И в данном вопросе происходит очень много отрицательного явления, с которыми нам приходится сталкиваться, и они имеют место в нашем обществе. Как раз таки именно о том, что касается жизни людей, об этом ученые обязаны говорить и направлять в правильное русло. То есть только тогда, конечно, если в данном вопросе мужчины и женщины будут руководствоваться нормами ислама, конечно, этот как таковая полигамия, как вы назвали, многоженство, проблем от многоженства проблем в обществе не будет. Напротив, многоженство в исламе предусматривает избавление общества от многих проблем. Совершенно правильно. И вот как раз таки то, что Мухаммад Расул Хаджи сказал, я хочу подчеркнуть, что фактически вот из-за закрытости этой темы много непонятного было. И сейчас с этого эфира вы возьмете много пользы, и люди будут проинформированы насчет шариата, шариат насчет этого, что именно говорит. И следующий вопрос. Какими качествами должен обладать мужчина для того, чтобы иметь 2 жен и более? В первую очередь он должен обладать возможностью, материальной возможностью, раз, и, естественно, физической возможностью, в котором он может находиться, то есть возможность делить ночи между своими супругами. И никаких сверхъестественных способностей от него не требуется. Требуется, конечно, чтобы в этом он в первую очередь боялся Всевышнего Аллаха, чтобы он понимал, осознавал в полной мере большую ответственность мужчины, который имеет не только одну жену. Ибо в хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказано, что тот, кто имел 2 жен и был склонен к одной, и был несправедлив к другой, в судный день он встанет без половины части своего тела, сказано в хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. То есть он уже внешне будет ущемлен Всевышним Аллахом, унижен перед остальными людьми. Итак, следующий вопрос. Требуется ли разрешение имеющейся жены для того, чтобы мужчина мог взять в жены другую? С точки зрения шариата, для того, чтобы вступить во 2-й брак или же в 3-й брак, иметь несколько жен, это право, данное священным Кораном и хадисами пророка саллаллаху алейхи ва саллям каждому мусульманину. Если он идет на этот шаг, то обязанностью его не является, то есть для этого не требуется согласие, разрешение своей супруги. Конечно, если такого разрешения или же такого согласия, с таким согласием пойти на этот шаг кто-то, если может, то это, конечно, будет очень хорошо и будет меньше конфликтов. Но как условие, то есть если кто-то, как мы должны рассматривать этот вопрос, как мы должны понять, то есть женщина, то есть его жена должна понять, что тот брак, который он заключил без ее ведома, без ее согласия, он имеет правовую, шариатскую правовую силу. То есть она становится для него женой. Понятно. Следующий вопрос. Правильно ли рассматривать 2-ю жену как узаконенную любовницу? Это такое описание, то есть высказывание, если под этим человек подразумевает шариатский брак, то это грех, за это нужно раскаиваться.
Конечно, если речь идет о таком отрицательном, нездоровом явлении, о несправедливом отношении, то есть к второй жене, что также имеет, к сожалению, место в нашем обществе, когда права второй супруги или же третьей супруги мужчиной ущемляются, то, естественно, она как бы ее, есть такое выражение, в котором ее сравнивают с любовницей. То есть ни в коем случае, то есть если, еще раз повторяю, если мужчины будут руководствоваться, будут богобоязненными в этом вопросе и руководствоваться строго велением священного Корана и хадисами пророка, никто не сможет назвать полноценный брак в исламе, то есть сравнить его с любовницей, то есть женщину в этом браке. Следующий вопрос. Какова оценка многоженства на сегодняшний день? Можно ли называть это сунной, когда как женщин намного больше мужчин? То есть не становится ли это фарзуль кифая, коллективным фарзом? В данном случае, что касается утверждать то есть вообще-то вступление во второй или же третий брак, так же как и в первый брак, это право. То есть оно не является обязательным для мусульманина, потому что у мусульманина, у данного конкретно взятого мужчины бывают особые обстоятельства. Может, кто-то занят, хочет посвятить годы своей жизни требованию по поиску знаний, или же там какие-то более важные задачи, и с этим, по этой причине он может и не вступить в брак. Это его личное право. Поэтому сейчас я не могу взять на себя смелость утверждать, что вступление в многоженство стало сегодня фарзом. Оно осталось правом и является сунной пророка. Следующий вопрос. Я вдова, вот уже 13 лет. Почему до сих пор не было таких передач? Ведь если бы алимы об этом говорили, я бы, может, давно была бы замужем. Почему ученые боятся об этом говорить? Дело в том, что в этом случае целиком и полностью согласен с этой женщиной. Эту тему в этой теме нужно больше просвещать общество, особенно то есть мужчин. Дело в том, что когда мы об этом не говорим, некоторые мужчины спекулируют положением ислама о многоженстве и подстраивают данное положение под свое личное положение. И таким образом мы встречаем очень много случаев ущемления, проявления зульма в отношении одной из жен. Чтобы такого не было, конечно, мы обязаны об этом говорить и предостерегать от тех грехов, которые возможны в этой сфере, в этой области. Следующий вопрос у нас. Как женщина должна реагировать на то, что ее муж взял вторую жену? Если женщина, во-первых, в любых обстоятельствах, что мужчина, что женщина, мы должны понимать, что наша вера, наша религия обязательно будет испытана, подвержена испытанию Всевышним Аллахом. В первую очередь я посоветовал бы этим женщинам воспринять такое известие, такое положение, обстоятельства, как испытание от Всевышнего Аллаха. И в первую очередь задать себе вопрос, каким же образом я должна такой вопрос ставить, то есть как я должна себя вести в таком положении, когда она узнает о том, что муж взял вторую жену. То есть она должна в первую очередь смириться с этим. И пока муж обеспечивает ее права сполна, быть довольной своим мужем, стараться угодить своему мужу, делать все возможное для того, чтобы муж был ею доволен, и ни в коем случае не закатывать какие-то истерики. Ибо в таком случае, когда женщина, получая известие, подобное известие, когда она начинает проявлять ослушание мужу, нападать на него, то есть криками, устраивать истерики и проявлять ослушание, тем более своему мужу, она, конечно, лишается тех прав, которые ей принадлежали.
И муж получает, она таким образом дает мужу, способствует ухудшению отношения своего мужа к себе. Она должна знать, что в любом случае у нее есть намного больше шансов быть более ближе его сердцу, более ближе к нему, более любимее для него, потому что если, конечно, она будет, как говорится, стараться угодить своему мужу. А угодить мужу – это богоугодное дело, это фарл каждой мусульманки, за это женщина получает рай от Всевышнего Аллаха, вечные наслаждения. Только за то, что если посланник Аллаха ведь сказал, какая бы женщина не будет исполнять свои фарлы и будет покорна своему мужу, она войдет в рай из любых ворот, которых она предпочтет. То есть замужество, дело в том, что задачей каждого мусульманина является стремление к довольству Всевышнего Аллаха в том положении, в котором он находится. Допустим, какой-то преподаватель, муаллим, да, его довольство Всевышнего Аллаха для него в том, чтобы преуспевать в преподавании своих уроков. Например, если мужчина, у него есть дети, и довольство Всевышнего Аллаха для него заложено в том, чтобы он дал хорошее воспитание своим детям. Если речь идет о женщине, замужней женщине, если она замужняя, значит, в первую очередь довольство Всевышнего Аллаха после исполнения фардов, довольство Аллаха для нее находится в довольстве ее мужа. Если у нас есть родители, и они болеют, и они нуждаются в нашей заботе, в нашем внимании, довольство Всевышнего Аллаха в данный момент является в том, чтобы ты стремился к довольству своих родителей. Поэтому об этом нужно, о вечном мире нужно в первую очередь побеспокоиться. А этот мир, хоть с одной женой твой муж проживет, хоть с одной тобой он проживет свою жизнь, или же с еще второй женой или третьей женой, это мир очень скоротечен. Годы этого дунья пролетают очень быстро, и если женщина, которая не согласна со своим мужем относительно этого, она будет тратить свое время, свои года на то, чтобы спорить и скандалить со своим мужем, она, конечно, сама потеряет очень многое, и в судный день очень сильно будет сожалеть об этом. Это у нас вот вопрос был как раз, который такой насущный вопрос, поэтому мы чуть подробнее его раскрыли. Следующий вопрос у нас такой. Что вы посоветуете женщине, которая не сможет справиться со своей ревностью в отношении вторых, третьих жен? Ревность у женщины – это явление, присущее каждой женщине. Оно заложено Всевышним Аллахом, и в этом Всевышний Аллах закладывает совершенную мудрость, которая известна Всевышнему Аллаху. В первую очередь я бы обратился к мужчинам. Вот мужья, которые начинают встречать незнакомое до этого явление, как ревность, они должны к этому относиться смиренно. Они должны понять, что это неотъемлемая часть характера, женского характера. Его никуда не выбросишь. У посланника Аллаха, разве супруги, жены посланника Аллаха не ревновали? Даже после смерти Хадиджи, той Хадиджи, при которой у посланника Аллаха не было других жен, другие жены после ревновали к Хадиджи даже, которая покинула этот свет. Когда посланник Аллаха от Софии пришел домой к Аише с посудой, с подносом сладостей, Аиша разбила этот поднос. Аиша разбила этот поднос. Посланник Аллаха только улыбнулся и сказал детям: «Гарат уммукум», ваша мать заревновала, сказал посланник Аллаха, и ничего ей не сказал. То есть главное, мужчины должны иметь тот мужчина, который берет вторую супругу, он должен относиться очень терпеливо. И очень терпеливо, и ни в коем случае ревность супруги не должно для него стать причиной каких-то мер, чтобы принимать против своей супруги, злиться на нее. Конечно, и супруга, и женщина, вы тоже должны понимать, как ведь это порок, если чувство ревности толкает вас на ослушание мужу, толкает вас на грубые высказывания
в отношении мужа, на нарушение, ущемление, то есть мужа, супруга обязана почитать, не просто там, быть покорной, а почитать обязана. И если это чувство толкает на грех, то, конечно, здесь нужно хотя бы время от времени попросить у Всевышнего Аллаха за такое явление, за такие грехи, просить у Всевышнего Аллаха прощения и, конечно, извиниться перед своим мужем. И тогда будет все нормально. Конечно, без ошибок не бывает никого, но лучшими из нас являются, посланник Аллаха сказал, лучшие из грешников – это раскаивающиеся. И поэтому точно так же те, кто делают ошибки, лучшими среди тех, кто ошибается, являются те, кто признают свои ошибки и просят извинения. Следующий вопрос у нас такой. Какие советы вы дадите мужчине, который сталкивается с плохим поведением одной из своих жен? Я, наверное, только что отчасти ответил, наверное, на этот вопрос. Конечно, дело в том, что вообще в отношениях мусульман друг к другу есть такой принцип. Не быть пособником шайтана, а быть противником шайтана. Допустим, вот какой-то наш друг поддался давлению шайтана и как-то нетактично выразился в твой адрес, сказал что-то, какое-нибудь грубое слово. Как только, если ты таким же образом ему ответишь, ты помог шайтану. Шайтан ведь его спровоцировал против тебя для того, чтобы испортить твое отношение. А твоей добротой, которую ты в ответ показываешь, и твоей терпеливостью, твоей сдержанностью, ты подавляешь в первую очередь тот шайтан, который встал на его, который сподвиг его к такому. Точно так же нужно помогать вот таким вот образом своим супругам, своим женам. Конечно, нужно на что-то нужно упускать мимо ушей, то есть ко всему придираться, на все реагировать ни в коем случае нельзя. Вот видите, я привел пример посланника Аллаха, посланник Аллаха, ведь мог ей сказать: ты сделала харам, ты разбила не твою посуду, тебе так нельзя было. Он же не взялся за нравоучение, он понял слабость человеческого характера. Это слабость, с ней ничего не поделаешь. И у каждого, и у мужчин есть своя слабость. Мы все, Аллах в Коране сказал: «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим, хуликаль инсану даифа». Инсан, человек, создан Всевышним Аллахом слабым существом. Поэтому еще раз терпеливость, еще раз, естественно, я хотел бы еще обратить на такое внимание, на следующее. Бывают недовольства жен обоснованные. Если он не принес, не обеспечил свою супругу, если он к ней вовремя, как полагается, не выполняя своего долга, не посетил свою супругу, то в этом случае, конечно, что нужно ему делать? Проявлять терпение и продолжать также несправедливое отношение к ней? Нет, конечно. Он должен, если есть объективные причины недовольства своей супруги, и в этих причинах виноват ты, конечно, ты должен это предотвратить, ты должен устранить свои недостатки в первую очередь. И после всего того, конечно, если в любом случае проявляются слабости характера, женского характера, то с этим нужно, конечно, это нужно принять как естественное явление, и с этим нужно смириться. И, иншаллах, то есть в любом случае, посланник Аллаха в этом как раз таки нас учит. «Ля яфраку му'минун му'минатан», говорит посланник Аллаха. Пусть, говорит, не разочаровывается му'мин в своей супруге. «Ин сахит аминха хулукан разия минха ахар», говорит посланник Аллаха. Если, говорит, ему не понравилось что-то в ее черте, в ее характере, другое понравится, говорит посланник Аллаха. Мы должны быть справедливыми и ставить на весы и добрые качества своей супруги, и своего супруга в том числе. И, конечно, недобрые, плохие качества. Конечно, естественно, в каждом из нас, альхамдулилля, я уверен, добрые качества перевесят. И быть довольными, довольствоваться тем, что есть. Следующий вопрос. Разрешается ли мужчине брать жену без одобрения его родителей? В книгах по исламскому праву такого требования не находил, но слышу постоянно этот вопрос. В данном случае, если, конечно, наилучшим
Лучшими среди нас являются те, кто проявляет наилучшим образом доброту к своим родителям. Это значит, когда ты в своих серьезных шагах, жизненных шагах советуешься со своими родителями, стараешься делать с их разрешения. Например, в какой-то сафар, в поездку отправляться является нежелательным без разрешения, без одобрения родителей, то в этом случае, конечно, будет наилучшим образом, если ты поступишь с одобрения своих родителей. Но если родители, если ты в любом случае ты вправе вступить в следующий брак без разрешения, без одобрения родителей тоже, это твое право. Но, однако, если родители или мать сказала, ты этого не делай, то есть в этом случае мы обязаны прислушаться к требованиям наших родителей. Только в том случае, если они с нас требуют неодобряемое исламом, порицаемое грех, только в этом случае мы обязаны ослушаться. Мы вынуждены ослушаться родителей. Но если, например, как кому-нибудь мать сказала или же отец сказал, не делай что-то, то в этом случае мы обязаны прислушаться к требованиям родителей, особенно матери. Следующий вопрос. Разумно ли создавать вторую семью, подвергая риску разрушения первую? Заключение. Ни в коем случае мужчина, мусульманин не имеет права строить новую семью за счет злополучия, за счет первой семьи. То есть, если, допустим, какой-то мусульманин обеспечивал свою супругу в определенном уровне, то есть он одевал их хорошо, он кормил их хорошо, жили, как говорится. И если он берет вторую супругу и при этом намерен урезать привычный уровень жизни, то есть лишить привычного уровня обеспечения, привычного уровня социального положения своей первой семьи, то этот шаг делать нельзя. Ни в коем случае. Если он может, не ущемляя, не унижая того положения, в котором находится первая семья, имеется в виду материально, то в этом случае он, конечно, это его право. Следующий вопрос. Некоторые женщины говорят, что мужчина не способен одинаково любить двух или нескольких жен. И, следовательно, получается, что он не может быть справедливым к ним, а значит, не имеет права жениться на нескольких. Как вы прокомментируете такое утверждение? Дело в том, что, к сожалению, наша добрая наша половина всегда сравнивает мужчин с самим собой. При этом забывая о том, что в какой-то степени мужская природа, физиология, и, то есть мужчина отличается от женщины. Аллах сам об этом в Коране сказал, сказал Аллах. Нет, говорит, мужчина не похож на женщину, сказал Всевышний Аллах. И в этом случае они сравнивают, конечно, женщина, она создана таким образом, чтобы она влюбилась в одного мужчину, и каждая женщина создана Всевышним Аллахом изначально по умолчанию для того, чтобы она влюбилась в одного мужчину и провела всю свою жизнь с одним мужчиной. Но мужчина создан Всевышним Аллахом, так как Всевышний Аллах, наш Создатель, создал мужчину, да, предоставив ему право иметь не только одну супругу, значит Всевышний Аллах и его душу для этого каким-то образом устроил. То есть мужчина способен любить не только одну, и несколько своих жен. Но, конечно, в любом случае, кого-то он из них будет любить больше. Поэтому именно об этом шла речь, когда посланник Аллаха сказал: «Аллахумма хада касами фима амлику, фаля талуммуни фима тамлику валя амлик». О Аллах, то есть когда посланник Аллаха проявил справедливость к своим женам, он сказал, обращаясь к Аллаху, ведь посланник Аллаха кого-то из них больше любил. И чувствуя такую вину за собой, к Аллаху обратился посланник Аллаха и сказал: «О Аллах, это моя справедливость в том, что я способен, о Аллах,
И не упрекай меня за ту несправедливость, которую, за то, что я не способен, а способен только ты, о Аллах. То есть женщина, вот именно речь идет об особых чувствах, которые могут быть у мужчины в отношении каких-то жен, какой-то жены отдельно взятой. Поэтому в этом, конечно, ему за это нет греха. Грех будет только в том случае, если он или же в обеспечении, или же во времени проведения к своим женам будет несправедлив, только в этом случае, конечно, он будет грешен. Еще вопрос, может ли женщина освободить мужчину от некоторых его обязанностей? Право на обеспечение материальное, право на проведение ночей, это то, что и право на потомство также принадлежит женщине. То есть эти права, это права женщины. Любое право женщина, за любое право женщина может отступить, то есть как это было в отношении определенных некоторых жен посланника Аллаха, когда одна уступала свои ночи в пользу другой. То есть это ее право, она может определенное время сказать, что я этого не буду требовать, пожалуйста, предоставь это право там первой жене, или же второй, или третьей. Это ее право, за это нет никакого греха этой женщине, если она отступает. Но если она такого права, от своего права не отступает, и при этом мужчина подвергает зульму, то есть лишает ее этих прав, то в этом случае, конечно, будет грех. В чем именно мужчина должен соблюдать равноправие? Какие права у жен? Конкретно мы только что об этом сказали. В первую очередь это право на пребывание. То есть если у мужчины 3 жены, он должен чередовать ночь, каждую ночь. То есть если сегодня, он завтра должен быть у другой и так далее. То есть вправе они, конечно, согласиться, прийти к соглашению, что несколько дней тут, несколько дней там, но обязательно, то есть равенство по шариату должно быть в проведении ночей между женами. Это их право. Второе, это право на материальное обеспечение. Муж обязан предоставить полное необходимое материальное обеспечение супруги, что в себя включает еду, сезонную одежду и жилье. Следующий вопрос, это частично мы ответили, наверное. Некоторые говорят, что еще не наступило время говорить о многоженстве, что якобы нужно говорить о намазе, о посте и о закате, ибо это фарзы. Но вместе с тем я всю жизнь слышала проповеди о перечисленных фарзах, а о многоженстве ни разу не слышала от уст наших алимов. Как вы прокомментируете это? Конечно, мы не имеем права умалчивать о каком-либо явлении, то есть скрывать какое-то положение в исламе, которое касается общества. И об этом мы, наверное, поэтому, наверное, и мы спланировали сегодняшнюю передачу. И, естественно, никто, ни один имам сегодня не путает фарлы с другими аспектами ислама. Мы говорили и о намазе, мы говорили и о закате. Целый год по поручению нашего муфтия нашей республики, шейха Ахмад Хаджи, мы уделяли должное внимание и продолжаем уделять первостепенным аспектам ислама, но в то же время, конечно, предостерегать общество от ошибок тоже мы обязаны относительно их семейного права, семейного отношения в семье и так далее. Следующий у нас вопрос на аварском языке. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Отсюда вопрос. Лазабутлинг игу чужачини разильтаре чужельти жакадунил митрахрет лук уникири. Второй вопрос. Чужик ячун рос кинаб амахал изабиз кулибит. Мы ответили. Разильтал аддерельтан кугян гей цуитина база хабиз бутлин. Имеется в виду вопрос. Если вот жена им дает разрешение мужу взять вторую жену, что для нее, говорит, какое вознаграждение будет от Аллаха. И
чтобы мы не насмехались на теме, которые дают разрешение, на теме женами, которые дают разрешение на вторую, на третью жену. Дело в том, что никто не высмеивает женщин, которые дают право, напротив, этим мужчинам, в этом случае большинство людей только могут завидовать, потому что я считаю, для женщины это подвиг. Для мусульманки сегодня подвиг дать такое согласие своему мужу, и, конечно, она получит сполна ту награду, которую Всевышний Аллах дарует женщине за довольство своего мужа. И нет в этом сомнений. Здесь дело в том, что когда мы знаем, нельзя упускать из внимания следующее. Вот когда то отрицательное отношение, которое может сложиться между женами одного мужчины, когда одна жена все время презирает другую жену, это очень непоправимый урон, ущерб для религии. Ни в коем случае нельзя утаивать в сердце ненависть и злобу к другому мусульманину, тем более к супруге своего мужа. То есть это тот порок, та болезнь, которая может погубить хороший амаль, хорошие поступки, хорошие деяния, и молитвы, и посты этой женщины. Если она все время болеет ненавистью и презрением какой-то женщине, ведь она мусульманка, ни один мусульманин не имеет права держать в сердце злобу, ненависть к другому. И, к сожалению, женщины, тот вред, который таким поведением они причиняют своей религии, они об этом очень мало думают, к сожалению. Следующий вопрос. Мы знаем много случаев, когда мужчины берут вторую жену и бросают первую, хотя он не давал развод, и годами дома не бывает. Что вы думаете о таких мужчинах, и что посоветуете таким женщинам? Во-первых, у каждого случая бывают определенные свои причины. Возможно, бывает и такое, что по причине многоженства первая супруга сама каким-то образом провоцирует развод. И такое бывает очень часто, когда она в буквальном смысле требует у мужа развод, но в этом случае, конечно, мужчина тоже не должен поддаваться истерикам своей супруги, слабости женского характера. И что касается мужчины, который так себя ведет, конечно, за такое отношение к своей супруге, одной из своих супруг, мы сказали, что судный день, когда все предстанут перед Всевышним Аллахом в полноценном облике, уже облик этого человека перед Всевышним Аллахом будет урезанным, как бы наполовину. Только посланник Аллаха говорит, тот, кто будет несправедлив и бросит без внимания одну из жен, то он в судный день станет перед Всевышним Аллахом без своей половины. Без половины. То есть наполовину он будет. Это же ужасная картина. И, естественно, там ответ идет за каждую несправедливость, которую он проявлял к своей супруге, и это очень тяжкий грех. Следующий вопрос. Если муж взял вторую жену и унижает первую, имеет ли он право требовать развод? Она в этом случае? Любая женщина, которая получает от своего мужа обеспечение материальное, жилье, материальное обеспечение, и он приходит к ней домой, выполняет свой долг, женщина, в таком случае любой женщине является запретным требование или же просьба о разводе. О разводе, требовать развод дозволено только в том случае, если женщина остается абсолютно без материального обеспечения со стороны своего мужа. Или же если присутствует какое-то насилие, только в этом случае. В противном случае требовать развод женщине запрещено. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что подобная женщина не почувствует благовония рая. Некоторые берут жену не для сунны, а для разнообразия. Что с этим сделать? Нам не дано
мы не имеем возможности комментировать намерения людей, намерения каждого человека, они известны только Всевышнему Аллаху. Мужчина имеет право, он, мусульманин, имеет право взять вторую жену и для развлечения. Почему? Потому что если он не получает полного удовлетворения от какой-то от своей супруги, он ищет полного удовлетворения, и поэтому он берет вторую жену, и в этом, конечно, обязательно присутствует намерение защитить себя от греха, потому что если он не возьмет эту жену, он будет вторую жену, допустим, да, я имею в виду в данном случае, он будет смотреть на чужих женщин, его взоры будут распущены на запретное, поэтому он и для этой цели брать себе супругу не запрещено в исламе. Следующий вопрос. Я бы хотел пожелать Мухаммаду Расулу дальше, чтобы таких тем, дай Аллах ему здоровья, аминь. Следующий вопрос у нас. Я сама пошла и засватала мужу вторую жену, так как надо было. Уже 2 года прошло, что будет мне за это. И еще хочу узнать, сейчас я начал очень ревновать ее к ней. Как мне убрать эту ревность? Ну, эту ревность убрать лекарство мы не сможем прописать, к сожалению, этой девушке. Придерживаться нужно, конечно, богобоязненности, бояться Всевышнего Аллаха. Старайтесь, чтобы эта ревность вас не толкала к недозволенному. Здесь я бы, конечно, пользуясь случаем, хотел бы, конечно, и некоторые предостережения высказать в адрес к молодым девушкам. Дело в том, что в последнее время очень часто нам, имамам, приходится сталкиваться с таким явлением несправедливого отношения к девушкам, ко вторым женам там, и так далее. Дело в том, что всегда бывают так называемые брачные аферисты, целью которых является вовлечение, то есть овладение женщиной. И он как говорится, под видом исламского брака, под видом многоженства, молча берет вторую супругу. Девушка выходит замуж. Вроде он ей сказал, что он берет вторую жену. Естественно, если по умолчанию молча, если не оговариваются никакие условия, и если девушка дала согласие, и он вступает в брак, естественно, автоматически все права девушка получает. Права на проведение ночей, права на материальное обеспечение. После этого девушка находит совсем другую жизнь. Она ожидала, что вот молодой человек и в тюбетейке он ходит. Вот она вышла замуж. Она думала, я вышла замуж, я по исламу вышла замуж, я вторая жена, у меня есть такие же права, как у первой. И в этом случае, конечно, оказывается как бы у разбитого корыта, и развода она не получает от такого афериста, и своих прав она не получает. Я просто обращаюсь к девушкам, чтобы не поддавались, чтобы не давали возможность воспользоваться самим собой таким вот образом. Что касается скрытых браков, в которых вам обещают там всякие вещи, рассказывают, всякими способности свои проявляют для того, чтобы, как говорится, заманить, для того, чтобы заключить какой-то никах, и в результате вы остаетесь ущемленными. То есть я считаю, что в таких случаях и девушка сама тоже несет какую-то ответственность. Прежде чем идти на подобные шаги, нужно хорошенько все обдумать. Нужно с кем-то посоветоваться, особенно. Это же очень серьезный вопрос. Но если у девушки есть родители, конечно, без согласия родителей, без согласия опекунов на подобные шаги идти вовсе нельзя. Поэтому, прежде чем, бывает так, да, когда, прежде чем вступить в брак, не стесняйтесь высказывать все свои условия. Конкретно, если вы намерены эти условия, эти права требовать.
Если же бывают такие случаи, когда по определенным причинам женщина не намерена требовать свои права, то об этом заранее четко и ясно говорят. И в дальнейшем не возникает никакого конфликта. Бывает и в ясности, и в прозрачности, бывает спокойствие. Но бывает, когда что-то умалчивается, девушка для себя рисует идеальную картину своего брака, а его цель только лишь затаскать к себе в комнату, и таким образом, вот очень много таких случаев, я вот просто предостерегаю, будьте осторожными перед такими молодыми людьми. Это в прямом смысле слова брачные аферисты, которые прикрываются под видом ислама. Больше по-другому этих людей назвать я не могу. И поэтому, чтобы вам не приходилось обращаться за помощью к имамам, вы, чтобы не оказывались в такой дурной ситуации, будьте осторожны. Как раз вот здесь был вопрос, у меня был тайный махар, и без опекуна можно ли так махар мне поставил местный какой-то человек? Это уже вы ответили, наверное, да? Да, данный вот. По исламу слышал, что ночи надо разделять пополну. Если вторая согласна, чтобы он ее навещал только в раз в неделю, то является ли это нарушением равноправия между женами? Мы об этом уже говорили, что в данном случае, если супруга вторая говорит, что я согласна на то, и при этом она действительно согласна, то за это никакого греха нет. Что ислам говорит о мужчине, который пропадает от жены? Посланник Аллаха, саллаллаху считает, то есть в хадисе посланника Аллаха, саллаллаху сказано: «Кафа бил мар'i ифман ан юдайя ман якут». Достаточно тяжким является грех, когда мужчина бросает тех, кто находится под его опекой. К сожалению, есть очень много мужчин, которые якобы уехали на какие-то заработки, которые просто от каких-то проблем куда-то ушли и бросили свою супругу, бросили детей. Это расценивается как притеснение, то есть это как зулм. Зулм, мы знаем, это тяжкий грех, за который Всевышний Аллах очень сурово накажет. Те люди, которые, вот, к сожалению, да, была очень такая у нас в Дагестане, сначала около 5-6 тысяч неплательщиков алиментов. Это кто такие? Ну, конечно, наверное, среди них есть какие-то определенные случаи, которых нужно по-особому рассматривать, но такая цифра – это позор для Дагестана, когда мужчина, который владеет имеет здоровье, мужчина бросает свою собственную семью без опеки. Это тяжкий грех, за это Всевышний Аллах. То есть тот, кто отправляется, вы сами посмотрите, вот возьмите в пример любого человека, который бросил свою супругу и ищет благополучие где-то, нашел ли он свое благополучие? Нет, не нашел. Я, по крайней мере, по своим анализам обнаружил, что эти люди только получают унижение, их участь очень незавидная. А тот мусульманин, который заботится о своей супруге, заботится о своих детях, ищет для них пропитание, он на пути Аллаха. Он не пропадет никогда, и в его поступках будет баракат, и успех будет ему в его делах. Поэтому те люди, которые убегают от проблем своей семьи, они прибегают к еще большим проблемам. Здесь еще вопрос, если муж не очередует, что делать? Это тоже мы раскрыли, наверное, вопрос. Да. Следующий вопрос, если у мужчины 4 жены, как разделить время и остается ли у него личное время? Если у него 4 жены, понятно, ему надо написать расписание и не ошибаться с этим расписанием. То есть каждую ночь, то есть к одной жене он, получается, приходит через 3 сутки. И вот так вот то время, которое он провел у одной и так далее, то есть он должен каждый день ночевать
каждой своей супруги, и при этом по шариату не допускается посещение, запрещается визит к другой супруге, если нет чрезвычайной необходимости. Если человеку нужно срочно что-то взять, он может только пойти взять, но ни в коем случае находиться там. Я не уверен, что смогу обеспечить вторую жену, так как я бедный. Что посоветуете? Такому человеку дело в том, что мы в любом случае должны отметить следующее. Жить с одной супругой – это норма. Такая норма была распространена и со времен пророка ﷺ. Среди сподвижников, имеющих несколько жен, многоженство не было таким вот очень распространенным явлением. Почему? Потому что не у всех была такая возможность, у кто-то больше времени, то есть предпочитал тратить на более важные дела, на поиск знаний, на то, чтобы делать богоугодные поступки, участвовать в джихадах с посланником Аллаха, то есть они предпочитали еще больше другое время, то есть ценили свое время. Поэтому этому человеку, конечно, не могу ничего посоветовать, кроме как довольствоваться той супругой, которая у него есть. Любить ее, заботиться о ней, обеспечить свою супругу. И если, конечно, ему этого будет достаточно, всю свою жизнь прожить со своей супругой. Больше ничего бедному человеку нельзя посоветовать. Еще вопрос. Я полностью доволен своей женой во всем, но меня очень тянет смотреть на улице на других девушках. И можно ли мне брать вторую жену, чтобы уберечь свои глаза от запретных взглядов? Думаю, психологически первое мне не хватает. Спасибо за ранее. Можно. Можно ли взять вторую жену скрытно? Что он под этим смыслом написал вопрос? Можно ли взять вторую жену скрытно, написан вопрос. Если при этом, то есть скрытный брак, это, знаете, скрытный брак, если речь идет о том, чтобы абсолютно скрытно, то это как прелюбодеяние получается, это как зина получается, такого брака не бывает. То есть, а тот брак, в котором опекуны девушки знают, за кого эта девушка выходит замуж, и при этом определенное количество людей, если об этом знают, это не скрытный брак. То есть, если так взять, скрытного брака не может быть в исламе. Абсолютно скрытого. Но бывает так, что кто-то кому-то об этом не сказал, это его личное дело, он не обязан всем об этом говорить. Достаточно достаточно то, чтобы самые близкие люди знали, что этот человек находится в шариатских, то есть дозволенных отношениях с какой-то женщиной. Есть хадисы пророка, которые говорят, что между прелюбодеянием и никахом есть постукивание дуффом, то есть когда люди узнают, то есть свадьба для чего, валима для чего предписана в исламе? Для того, чтобы в обществе стало известно, что такой-то, такой-то и такая-то стали мужем и женой, чтобы когда их кто-то обнаружит рядом друг с другом где-нибудь, не подумали, что этот человек, что эти люди находятся в недозволенных отношениях. Если муж справедлив и агрессивен к своей супруге, как быть при этом? И дозволено ли такое обращение к своей семье? Агрессивность имеется в виду иногда. О том, что Аллах запрещает такое отношение к супруге. Аллах в Коране говорит: «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим, ва аширухунна биль ма'руф». О мужчины, вы обходитесь со своими женами по-доброму, говорит Аллах. Доброта, терпеливость, радушие, вежливость, только таким образом можно характеризовать, то есть только такое отношение приветствует ислам в отношении к своей супруге. И, конечно, если уж бывает так, что некоторые мужья могут быть агрессивными, но не всегда, на некоторое время там может кто-то перенервничать, но в этом случае супруга что должна сделать? Она должна ни в коем случае, как минимум, постараться не провоцировать еще больше его такое состояние.
То есть если бывает так, что с мужем лучше не разговаривать. Лучше не разговаривать. Если муж приходит домой опечаленным, с проблемами в голове, то нужно в такое настроение мужа поддержать таким подобным образом, а не хихиканием, а не весельем. Так. И если, допустим, муж приходит домой веселый, радостный, угрюмо тоже нельзя встречать мужа. Нужно в этом веселье, в этом настроении мужа поддержать. Это и задача, так и должна поступать мусульманка в отношении своего мужа. Если будущая вторая жена согласна выйти замуж второй при условии, что он не хватает как муж и что материально она не будет требовать то состояние, которое имеет первая, а будет довольствоваться тем, что он ей отдаст, можно ли в таких условиях выйти второй? Это мы об этом говорили. Любой человек вправе оказать снисхождение в своем праве, то есть отказаться от своего права. В данном случае женщина, если намерена не требовать у своего мужа, например, жилья, это ее право. То есть, но право отказаться и право требовать. То есть, если она сегодня отказалась, она вправе завтра об этом заявить. Это ее право. Также и проведение ночей. В арабских странах общество готово к полигамии, а в Дагестане, как вы думаете, общество готово к этому? Речь идет, то есть, когда, например, какие-то люди, какой-то мужчина собирается, намерен взять вторую жену, то есть здесь он в каждом случае нужно рассматривать индивидуально. То есть здесь нет необходимости, чтобы все общество понимало то, что я делаю, например, или то, что ты делаешь. Достаточно, чтобы для этого присутствовали все те условия, которые необходимы, о которых мы сказали. И поэтому, конечно, люди сталкиваются, есть определенные причины, определенные случаи, когда люди этого не понимают. Вот для этого же мы, для того, чтобы люди понимали, об этом говорим. И в любом случае, и даже в арабском мире, есть относительно вопросов многоженства, есть проблемы, там тоже есть проблемы, там тоже существует женская ревность и так далее. Тем, кто не содержит нормально даже одну жену, можно ли им советовать и рекомендовать взять вторую? Это тоже. Дело в том, что ни один имам, ни муфти, никого конкретно не призывает и не пропагандирует многоженство. Это дело личное каждого мусульманина и мусульманки. И если наша задача, мы призываем только к тому, чтобы люди, которые идут на многоженство, следовали нормам шариата в данном вопросе. Поэтому тот человек, у которого нет такой возможности, естественно, никто его не имеет права призывать, если хотя бы даже у него как минимум нету той работы, где он может зарабатывать для того, чтобы обеспечить, предоставить хотя бы минимум необходимого материального обеспечения своим женам. Никто не имеет права ему этого советовать. И он тоже не имеет. Даже если, допустим, я беру первую жену, и я не умею ничего своими руками делать, и у меня нет определенного источника дохода, который необходим для того, чтобы обеспечить свою супругу, мне грех идти на этот брак, пока я не готов выполнить свои обязательства перед своей супругой. Точно так же и вторая, и третья, нет разницы. То есть условия вступления в брак, они одинаковы и относительно что первой жены, что второй, что третьей. Следующий вопрос, уже несколько вопросов повторяются, поэтому повторяющиеся вопросы, некоторые думают, что мы здесь этот вопрос не зачитываем, мы это прочтем и положим там на место. Некоторые говорят, что неужели нету больше тем, чтобы
так много говорит, как о многоженстве, например, о вставании на утренний намаз, как им ответить? Я бы хотел бы спросить, где они слышали в последнее время проповедь о многоженстве? Где они слышали передачу о многоженстве? Кто говорит об этом много? Вот у меня вопрос конкретный. Я хотел бы, чтобы дали конкретно на этот ответ. Может быть, этот человек сам присутствует, где об этом очень много обсуждают, и ему кажется, что весь мир об этом говорит. К сожалению, не говорят об этом. Об этом нужно говорить. Об этом нужно говорить, чтобы люди были справедливыми друг к другу, чтобы в обществе не было пострадавших от брачных аферистов девушек, и чтобы мужчины не впадали в грех от того, что они делают в отношении своих жен. Вот для этого мы обязаны об этом говорить и будем говорить, иншаллах. Когда речь идет о многоженстве, говорят, те, которые хотят взять вторую, возьмут их и так, а те, кто не хотят, их же нельзя заставить. И будет ли польза от того, что мы будем об этом говорить? Я еще раз повторяю, никто никого не заставляет, никто никого не призывает. Мы говорим о положениях ислама и о нормах шариата касательно многоженства, касательно брака вообще. Что важнее, постоянство в джамаат, намазе, позади имама, правильному совершению намаза или многоженство? Опять тот же вопрос. Можно ли сказать тем мужчинам, которые не имеют двух жен, или против, что вы не мужчины? Ни в коем случае нельзя. Есть очень много людей, очень много мусульман, которые не уверены в том, что они будут справедливы и предпочитают жить с одной женой и очень правильно делают. Дай Аллах, чтобы в их семьях было благополучие и успех и согласие. Моя жена говорит, если ты женишься на второй, то я уйду домой. Что сделать? Ну, в этом случае, конечно, женщина ни в коем случае не имеет права уходить сама домой, покинув дом своего мужа. Это вообще, даже если не касаясь темы многоженства, я хочу затронуть этот вопрос. Очень много происходит, часто сталкиваемся с такими случаями, когда из-за какой-то обиды, из-за того, что муж там ударил или что-то сделал, девушка покидает дом своего мужа. И при этом ее поддерживают ее близкие, ее родители. Ее забирают просто от мужа. Так нельзя делать. И когда они забирают, проходит год, проходит время, приходят за разводом к имаму. Развод имам не дает. Развод, если дает, дает муж. Поэтому прежде чем, во-первых, нельзя уходить просто так, покидать дом мужа, иначе, ибо сказано в хадисах посланника Аллаха, та женщина, которая покидает дом своего мужа, ее проклинают ангелы, проклинает Аллах и посланник Аллаха. То есть это проклятие, это грех тяжкий. Поэтому девушку в таком случае, свою дочь поддерживать нельзя. Дом мужа можно покидать только тогда, когда принято решение разводиться, и муж дал развод. И когда она перестала быть женой своего мужа. Только в этом случае можно покидать дом мужа. Поэтому, когда возникают такие случаи, я убедительно прошу, чтобы в таких конфликтах привлекали, если такие возникают, не дай Аллах, чтобы своей головой здесь решения не принимали, а привлекали ученых людей, имамов, мудрых, умных людей и посоветовались хотя бы, как дальше быть. Если муж несправедлив, если он виноват, повлиять на него. Если нет, то, конечно, нужно дочери сказать, чтобы она оставалась в доме у своего мужа. Все хотят жениться на богатой и красивой. Почему не женятся на небогатой, мискин, факир? На этот вопрос мне как ответить, я даже не знаю. Я не спрашивал этих людей, почему они на какую-то женятся, на какую-то не женятся.
Поэтому это право каждого человека выбирать, за кого на ком жениться, и право каждой девушки, за кого замуж выходить. Поэтому выбирать нужно по религиозности. Сунна пророка ﷺ говорит, гласит, что есть определенные критерии, по которым желательно выбирать супругу. Почему алимы так настойчиво, так настаивают, так, чтобы женились на второй, если муж не может обеспечить одну жену? Я не знаю, чтобы алимы настаивали и были настойчивыми к людям, чтобы они брали много жен. Это большая ответственность, поэтому каждый человек волен сам решать, и я не знаю, когда, где настаивали, или же призывали настойчиво кого-либо. В наше время очень много мужчин, особенно в городе, обманывают девушек, говорят, что будет жениться, делают зина и оставляют эту девушку. Я, конечно, к девушкам сделал обращение, я обратился к ним, и об этом на этот вопрос, кажется, мы уже ответили. Многие за материнский капитал взяли приору и теперь с этими машинами ходят к вторым женам. Справедливо ли это? Нет, конечно. Если материнский капитал, он выделяется государством для обеспечения конкретных лиц. И муж не имеет права тратить эти средства куда ему угодно, или же там на покупку машин, или же на удовлетворение своих каких-то личных нужд. Они должны быть потрачены туда, куда их направляет хукумат. Если жена услышала от мужа, не произносил слово развода, ушла. Если жена ушла от мужа, не произносил слово развода, можно ли ей выйти за другого? Пока она не получит шариатского развода, она считается замужней женщиной, и речи быть не может о том, чтобы выйти еще замуж. Потому что в исламе многомужества нет, есть только многоженство. Здесь на аварском языке вопрос я переведу. Моя дочка 6 лет, как она ушла из дома, и она хочет выйти за другого человека, и она уже не живет дома с мужем, но он не дает развода. Что делать, говорит? Нужно еще раз повторить. Моя дочка, говорит, 6 лет, как она ушла из дома, но не развелась, ушла из дома, после слова развода не было. Детей тоже, говорит, нету. И она хочет выйти за другого человека. А прежний муж не дает развода. Что делать? Это по таким вопросам необходимо непосредственно обращаться к вашему имаму, и чтобы имам индивидуально рассмотрел этот вопрос, и только таким образом можно решить эту ситуацию. Какой дуа делать незамужней женщине, чтобы получить баракатного мужа? Так и просить у Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах дал богобоязненного, баракатного, хорошего мужа. Все первые жены упорно говорят, чтобы взять вторую, он должен обеспечивать как следует первую. И при этом она сама живет в двухэтажном особняке, а также имеет транспорт, везти ее куда угодно и с продуктами питания нормальными. Хотелось бы знать, когда говорят об достатке, как это учитывалось в исламе, учитывают в исламе. В исламе достаточно, чтобы была крыша над головой и была еда, то есть, как говорится, минимальная потребительская корзина и одежда. Речи о роскоши не идет здесь. Естественно, конечно, в данном случае, если в данных вопросах, конечно, руководствуются той традицией, которая принята в данном обществе, то есть ту норму, которую принято, например, одевать в сезон там, и так далее. Поэтому здесь мы не говорим, не рассматриваем многоженство через призму того, что говорят первые жены. О многоженстве мы говорим с точки зрения Корана и Хадиса. Если у кого есть
кому есть твердое желание вступить в брак, во второй раз, в третий раз он должен быть уверенным в том, что он сможет и обеспечить, и уделить должное внимание второй или же третьей супруге. Если у него это получается, если он в этом уверен, тогда это его личное дело. Тогда ему можно вступать в брак. Меня зовут Абдулла, я из Чиркея. Моя мама не разрешает мне взять вторую жену. Можно ли в исламе без разрешения мамы взять вторую жену? Мы же ответили на этот вопрос уже. Если человек взял вторую жену в разных уголках Дагестана, и муж физически не в состоянии постоянно находиться с ними и сопровождать их, когда они выходят на улицу, будет ли грех мужу, если она без махрама сама выйдет на улицу по своим жизненным делам? Что касается выхода на улицу, это не запрещено. Только речь идет о сафаре, о дальней поездке. В дальнюю поездку любую женщину должен сопровождать ее близкий, кого мы называем махрама. Поэтому муж имеет право дать общее разрешение своей жене, что он может, например, сказать: пожалуйста, моя супруга, ты можешь и на рынок ходить, и в магазин пойти, и еще куда-то пойти, или за коровой сходить там и так далее, в своем городе, в своем селе. Это полное право у мужа есть, такое разрешение дать своей жене. Одна вдова просит меня взять ее замуж второй женой, но жена сказала: если ее возьмешь, я уйду. Можно ли мне взять вторую, или как мне поступать в этом случае? В данном случае я не возьмусь давать конкретный совет данному человеку. В этом случае, конечно, этому человеку, который задает этот вопрос, лучше о своем положении поделиться с каким-нибудь мудрым, умным человеком, с алимом, и хорошенько сначала все обдумать, и после этого только пойти на этот шаг. Если ночи надо разделять поровну, то надо ли имеющий у него хозяйство разделить поровну? Нет. Этот вопрос очень актуальный. Когда говорят, что муж обязан поровну обеспечить свою супругу, это не означает, что в буквальном смысле мужчина обязан обеспечить всем тем, что обеспечил, например, какую-то одну супругу. Речь идет о том, что муж обязан предоставить необходимое минимальное обеспечение своей супруге. И в то же время муж имеет право поверх этого, поверх того, что он обеспечил всех своих жен, допустим, какую-то жену выделить какими-то подарками, какими-то особым материальным вниманием, это его право. За это ему греха нет, если он обеспечил своих жен. Разведенные женщины, если родители не разрешают выйти замуж, разрешается ли ей никак сделать без ведома родителей, если какой-то хадис тоже? Да, если шариат, конечно, иногда, порой мы сталкиваемся с таким явлением, когда опекуны разведенной девушки без какого-то необоснованно сопротивляются, препятствуют браку своей сестры там, или же дочери. И если такие препятствия, если такие запреты, они не имеют под собой логической почвы, если они не обоснованы, имам имеет полное право такую женщину выдать замуж. Потому что в таком случае страдает эта женщина, которая остается без брака. Поэтому в данном случае я хотел бы, чтобы близкие родственники, наоборот, способствовали браку своих подопечных и не чинили никаких препятствий в этом случае. Здесь вопрос на арабском языке. Те мужчины, которые развелись, почему они не женятся на разведенных вдовах, а наоборот берут девочек? Ну, этот вопрос не к нам же, получается. Это уже индивидуально каждого касается. Это значит, нужно спрашивать их, почему они так поступают. Сейчас у нас вопросов очень много, и много нам пришлось прекратить поступление вопросов. И сейчас вкратце на WhatsApp, которые поступили вопросы, тоже ответим, и на этом ограничимся, иншаллах. Здесь такой длинный вопрос, но я вкратце буду.
Почему Алими, Дибири и так далее наши так усердно призывают жениться на вторых, а вот это никак не могу понять. Они не боятся, что их послушал, кто-то женится, в итоге эту девушку бросают, видите ли, на дело, там первое имеется в виду. Они ответственности не боятся, что ли? Что вы творите, мужчины? Если не хватало одной жены и женился на второй, то почему не живете с ней до конца? Первая жена от того, что родственница ее терпит, а вторая, насколько ее можно избивать, так нельзя. Вторая жена также чья-то дочь, сестра, подумать нужно и о своих дочерях, женах, вот так далее. Да, мы же как раз таки всю эту передачу посвятили тому, чтобы каждая жена была обеспечена своими правами. И мы раскрыли каждому свои права. И теперь каждый обязан свои права отстаивать. И прежде чем выйти замуж, допустим, в качестве второй жены, или ее личное право заявлять о своих правах и требовать эти права предварительно, заранее, обговорив обо всем, в качестве кого я буду замужем за тобой, какие у меня права, как мы будем жить, об этом нужно в деталях говорить. К сожалению, об этом вы умалчиваете. И вами недобросовестные мужчины пользуются, и таким образом вы остаетесь ущемленными. Поэтому мы для этого посвятили этому и всю эту передачу, для того, чтобы раз люди идут на многоженство, чтобы многоженство проходило в рамках шариата. А если мужчина не хочет вторую жену, вопрос, пусть его не возьмет, да? Алхамдулилля, это его право. Это еще тоже вопрос повторяется на аварском языке. Сундат свет, имам свет, как по-язычески, я начинал вещи, тоже мы ответили. Еще вопрос. Вот многие берут вторых жен, но не все, думаю, делают это на виду, а скрывают, что есть вторая. Почему так делают и можно ли это? Вот один человек взял вторую жену, хотя вовсе не содержит свою первую семью во всех смыслах и говорит своей первой, что может уйти, если ей что-то не понравится. Дело в том, что в каждом случае, у каждого брака есть свои определенные индивидуальные особенности, поэтому мы не беремся осуждать или же рассуждать о том, кто каким образом вступает. Мы говорим в любом случае, чтобы права были обеспечены, чтобы мужчины не притесняли своих жен. Еще вопрос, тоже повторяется, по-моему, почему те, кто за многоженство, сразу не женятся на четвертых, если много мужчин, которые женятся на вторых, а на первую жену и на детей не обращают внимания? Сначала мужчин справедливости надо учить. Мы делаем все возможное, лично я говорю за себя, те, кто, наверное, обращали внимание, мы, наверное, не раз об этом уже говорили, о том, какие есть обязанности у мужа перед своей женой. Когда мы говорим об обязанностях мужа перед женой, автоматически нужно подразумевать не только одну жену, и такие же обязанности они и перед второй, и перед третьей, и перед четвертой. Поэтому было немало проповедей, посвященных обязанностям мужа перед женой и обязанностям жены перед своим мужем. Поэтому говорить о том, что мы что-то упускаем, наверное, несправедливо. Мы об этом тоже будем говорить в дальнейшем еще, иншаллах. Главное, чтобы мы стремились, чтобы каждый из нас стремился не к довольству там кого-либо, а к довольству Всевышнего Аллаха, и мы были богобоязненными в своих поступках. В отношениях друг с другом, чтобы мы были богобоязненными. И что здесь говорится, если вот рукой чужугель химал грехи не рунг эбель я чарчрод асколк ин бегулиш, имеется в виду, если вот первая жена или дети против, имеется в виду к нему у них неположительные отношения, тогда можно ли быть второй женой? Если у этой первой жены и у этой первой семьи эти недовольства вызваны объективными причинами, например, ущемлением их прав. Если он, допустим, не обеспечивал этих детей, не обеспечивал эту семью, ущемил их права, или же ущемив их права, он намерен вступать в следующий брак, то их недовольство можно понять. Но если он обеспечил и их, они живут
в обеспечении, а какое право имеет сын или же семья выражать недовольство решением своего отца? Потому что отец, это его личное право брать вторую жену, или же третью жену, или же четвертую жену. Поэтому в каждом случае, каждое недовольство или же каждый поступок, он должен иметь определенное обоснование. И еще вопрос на вас, вы говорите насчет вторых жен. У нас, говорит, в селе там есть молодые люди, которым за 30, и даже первые, которые не взяли, которые не могут не осиливать, построить дом. Почему не помогаете этому, чтобы они хотя бы женились на первых? Это уже тоже индивидуально, наверное, да? Конечно, мы обязаны, мы должны оказывать содействие и помощь в создавании семей, помогать молодым людям вступать в браки, поддерживать их в этом в этих делах. Ибо нельзя забывать о том, что брак – это в первую очередь защита тех людей, которые вступают в брак, и защита всего общества. И если будет больше брака в обществе, брак – это альтернатива тому, альтернатива, как говорится, брак будет защищать общество от прелюбодеяния. Был какой-то период, когда цифра прелюбодеяния слишком превышала, то есть очень много распространилось прелюбодеяние в Египте. Ученые думали, как же с этим явлением бороться, и они стали пропагандировать многоженство, и им удалось снизить количество незаконно рожденных детей, количество прелюбодеяний, количество распутства в обществе именно благодаря пропаганде многоженства. Поэтому Всевышний Аллах многоженство предписал неспроста. В этом Всевышний Аллах заложил великую свою мудрость. В этом есть и для общества польза, конечно, для каких-то людей конкретных, может быть, это горькая пилюля, но однако это норма Всевышнего Аллаха, с этим мы должны смириться и применять его, конечно, согласно нормам ислама в первую очередь. Здесь у нас вопросы все поступают и поступают. Время у нас тоже было ограничено, но мы даже ко времени даже 40 минут надбавили. И Мухаммад Хаджи, здесь один вопрос поступил, и на этом мы ограничимся. И в конце то, что хотите сказать, пожелать нашим телезрителям насчет этой темы, тоже можете сказать в концовке. Здесь говорится, наш муфти Ахмад Афанди Кудесиру в 3 маджлисах подряд поднял одну и ту же тему насчет многоженства и от боязности от жены. Что вы скажете насчет этого? Какой там хикмат, какая-то мудрость, может быть, в этом заключается? И, конечно, здесь заключается следующая мудрость, как я понимаю. В отношениях между супругами, между женами, в соблюдении справедливости и нормы ислама мужчиной между своими супругами ни в коем случае не должны мешать какие-то амбиции, желания одной из жен. То есть в этом вопросе мужчина строго должен предпочитать довольство Всевышнего Аллаха, нежели довольство одной из своей супруги. И если у мужчины есть, бывают определенные случаи, когда мужчина идет на второй брак, и при этом у него есть реальная причина, он вынужден идти на этот шаг, и в этом случае он руководствуется принципами сохранения своей души от харама, своего тела от харама и так далее. В этом вопросе и во всех вопросах, так же как и в вопросах многоженства, и во всех других вопросах мы, естественно, обязаны предпочитать довольство Всевышнего Аллаха, а не довольство людей или там, жен и так далее. И еще раз хотел бы в завершении обратиться. Эта передача, в этой передаче мы постарались раскрыть нормы ислама для того, чтобы мужчины и женщины, вступающие в брак, посредством вступления в брак достигали довольства Всевышнего Аллаха. Каждый шаг в жизни мусульманина и мусульманки,
он должен быть использован для того, чтобы сделать один шаг ближе ко Всевышнему Аллаху. Если женщина вступает в брак, она должна воспринимать этот брак как очередной способ, очередной шанс достижения приближения ко Всевышнему Аллаху. А если мы в этом случае не будем руководствоваться нормами ислама, брак станет способом, средством отдаления от Всевышнего Аллаха. Если в этом браке мужчина уклоняется от норм ислама, и женщина начинает вдаваться в ослушание своего мужа, то брак становится для них средством отдаления и вызова гнева Всевышнего Аллаха. Чтобы этого не было, мы сделали все возможное для того, чтобы раскрыть тему семейных отношений, и прошу Всевышнего Аллаха, чтобы каждому дал силы и поддержки следовать велениям Корана и сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и чтобы в семьях было согласие у всех. В конце, уважаемые телезрители, мы бы хотели выразить большую благодарность Мухаммаду Расулу Хаджи за то, что откликнулся на нашу передачу и отвечал на интересующиеся вопросы. Еще много вопросов осталось без ответа. Мы, иншаллах, для последующих гостей, которые будут приглашены, оставили эти вопросы. И, как говорится, невежество это враг человека. Из-за того, что вот в средствах массовой информации, как Мухаммад Расул Хаджи и имамы в мечетях насчет этой темы, насчет многоженства, насчет полигамии фактически не говорилось об этом. И многие думают, что это как бы там такая вещь, там, или позорная, или, как можно сказать, такие отрицательные эмоции у всех людей из-за незнания, элементарного незнания. И мы поэтому сейчас подробно раскроем эту тему и в дальнейшем ответим на ваши вопросы. Али ради Аллаху анху говорил: «Ильмуна хаза мабниюн аля нукули ля би мунасабат аль-укули». Вот имеется в виду, шариатская наука, она основана, она зиждется на основах религии, они основываются на умозаключении людей. Так что вот в этом и в браке тоже каждый человек как так думает, так не бывает. В шариате есть прекрасная постановка на этот счет, потому что нас создал Всевышний Аллах, и Он знает, что нам лучше, чем мы сами. И в дальнейшем мы, иншаллах, насчет этой темы будем делать эфир. Вам большое спасибо, огромный баракаллах за то, что отправили вопросы. Вам тоже баракаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.